Сегодня трудно найти человека, который не слышал бы о ВИЧ и СПИДе. Правда, большинство из них считают, что эта проблема их не касается и никогда не коснется. И вот для того, чтобы эта уверенность была оправдана и надежно защитить себя и своих близких, необходимо проходить анонимное тестирование на предмет инфекции. Именно для этих целей был разработан и успешно реализовывается комплексный коммуникационный проект «Тест на ВИЧ. Экспедиция». В течение 5 дней передвижной мобильный пункт охватит все города Ингушетии. Каждый житель сможет пройти экспресс-тест не только бесплатно, но и анонимно и получить необходимую консультацию. В эти дни мобильная группа работает в Сунжи. Согласно всероссийской статистике, ВИЧ-инфицированных Ингушетия не входит в число регионов с наибольшим количеством выявленных больных. Но это не повод относиться к проблеме несерьезно. В целом, Северный Кавказ и Республика Ингушетия относятся к регионам с низкой пораженностью, с низкой и средней пораженностью. Но это не значит, что стоит расслабляться и думать о том, что эта беда никогда не коснется никого, да? Потому что если не обращать на это внимание, если не заниматься профилактикой, то ситуация очень быстро начнет ухудшаться. И сейчас, к сожалению, приходится делать намного больше, принимать усилий для того, чтобы просто сохранить тот уровень заболеваемости низкий, который есть. Автомобили с экспресс-тестами выехали из 2 концов России в июне. Они должны посетить около 200 городов в 45 регионах страны. Сейчас вторая группа находится в Омске. По стране уже протестировано 44 336 человек. У этой коварной инфекции на ранних стадиях заражения, когда еще можно с ней справиться, нет явно выраженных симптомов. Но спустя пару лет начинаются серьезные проблемы со здоровьем, и тогда уже даже врачи не в силах помочь. При выявлении начальной стадии, как только мы заболевание выявляем, мы начинаем антиретровирусную терапию, и с этими препаратами, с этим лечением человек может долго жить, как и любой нормальный человек, без ВИЧ-инфекции. А когда у них уже оппортунистические инфекции, это уже СПИД-ассоциированные инфекции, их называются, они выявляются через 3-4 года после ВИЧ-инфицирования. Тогда уже бывает поздно. И туберкулез у них бывает, и онкологические заболевания все выявляются, тогда уже поздно бывает. За последние годы здравоохранению страны удалось достичь значительных результатов в этом направлении. Снизить заболеваемость и смертность, а также уменьшить процент передачи инфекций от матери к ребенку. Борьба с ВИЧ развернута по всем фронтам. У нас есть современный центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. Профессиональная команда медиков, необходимое оборудование и апробированные инновационные технологии. При этом любые дополнительные меры, такие как эта акция, особенно важны. Какую цель преследует эта акция? Еще раз напомнить людям об этой грозной ВИЧ-инфекции, еще раз сплотить нас, чтобы мы вспомнили, что все-таки ВИЧ – это не где-то далеко, а совсем рядом с нами и уже среди нас. Любой желающий может подойти, пройти обследование, в течение 10 минут он получит свой результат. И результат сообщается только ему, анонимно. В понедельник мобильную группу ждут в Назрани. Любой желающий сможет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Затем на очереди Карабулак и Магаз. В финальный день акции в Ингушетии каждый сможет сдать тест еще и на вирус гепатита Б и С. Харон Аздоев, Майербек Бержоев, Новости 24.